наш последний день. Мы уедем, а чувак так и продолжит жужжать своим газон. А тот поливать. Друзья, у нас новый день. Мы сейчас находимся на проспекте Ямашева и отправляемся в арт-пространство, которое называется «Фабрика Алафузова». Очень интересное место, чем-то похоже на наш уфимский арт-квадрат и чем-то напоминает питерский лофт-проект под названием «Этажи». Пойдемте смотреть вместе с нами. Трамвайное сообщение в Казани одно из самых старых и довольно неплохо развито. Вот и нам выдалась возможность прокатиться на этом транспорте, хоть и всего лишь до остановки. Поперечно-базарная остановка будем выходить. Кондуктора в трамвае нет, есть только терминалы на поручнях. С первого раза не совсем понятно, списали деньги за проезд или на любой остановке могут зайти контролеры и тогда платите штраф, пожалуйста. Но на самом деле деньги списались, нужно было просто подождать. Итак, ребят, в общем, как говорят спутники наши, я завел наших друзей в какую-то, это как бы так вам поэтичнее выразиться, провинцию, да, давайте говорить так. В общем, мы идем вот здесь, поперечно-базарная станция, ой, как говорю, станция, остановка трамвая, где мы вышли, сейчас идем вот к этому пространству, а выглядит здесь у нас вот так все, это частный сектор, но при этом довольно интересный. Смотрите, даже станок какой-то здесь здоровский у нас, старый. Сейчас я посмотрю, что это за станок. Держание бабы на весу. Ну, в общем, тут что-то у нас такое, что-то про бабу. Продолжаем гулять. Очень интересные места. Что-то новое, новые нейронные связи. Вообще максимально необычное. Это вам не Бауман, это вам не Кремль. Это что-то другое совсем. Я думаю, не сразу понятно, почему все наши ребята стоят вот так вот в ряд. А я объясню, потому что в такую лютую жару можно только вот в тени столбиков спрятаться. То есть вот мы все вот так вот стоим. По-другому никак. Ужасно шумно. Фабрика Алафузова, также известная как Алафузов Лофт, это крупнейший неформальный арт-кластер Казани, расположенный в здании бывшей льняной мануфактуры 19 века. Это культовое место для субкультур музыкантов, стрит-арт художников и любителей индустриальной эстетики, таких как мы.
основном арт-пространство представляет собой классический лофт с высокими потолками, кирпичной кладкой, граффити и брутальными инсталляциями. Заброшенные цеха и промышленные постройки служат декорациями для фотосессий, прогулок и съемок. Обычно внутри работают фотостудии, квесты, кузницы, секонд-хенды и даже репетиционные базы. Некоторые посетители называют это место арт-помойкой, свалкой мусора, притоном с граффити и даже уголком сюрреализма, а кому-то здесь было даже необычно, но приятно. Однако для нас это же историческое место показалось энергетически притягательным, имеющее некую загадочность. Это необычная музыка из старых похрипывающих динамиков, этот полумрак, запахи и, конечно, тематические инсталляции. Все это оставило неизгладимое впечатление об этом месте. Скрипучим лестницам можно подняться на крышу комплекса. Оттуда открывается шикарный вид на Зелантов монастырь, на Казанский Кремль. Видна телевышка и близлежащие дома. От того, что ты идешь по крыше, где вокруг растут молодые деревья, просто захватывает дух. Так, ребят, давайте немножечко справочной информации по ценам. Я думаю, это будет полезно и интересно. Вход стоит 300 рублей с человека переводом на Тинькофф. Там нет прохода. Вот это прикол. Прохода нет, зато есть полное отсутствие людей. Здесь вообще никого нету, мы абсолютно одни. То есть вся движуха здесь происходит, скорее всего, ребят, в выходные. Потому что видно, что здесь явно что-то происходит постоянно. Но только, видимо, по выходным. И что еще интересно, мы нашли дяденьку, его зовут Андрей. И он нам продал пиво по 200 рублей за бутылку. Мы прошли на какой-то склад в темень, переводом тоже на карту, интернет плохо ловит. В общем, очень интересно, очень, я бы даже сказал, в какой-то степени и экстремально. Очень прикольное место, очень атмосферное. Но это, конечно же, не этажи, это никакой не арт-квадрат, начиная с того, что здесь платный вход, но оно того стоит. Куча сцен, куча всяких различных площадок для выступлений, куча динамиков. Я так думаю, здесь музыка в выходные гремит люто.
момент посещения нами на весь комплекс приходилось всего несколько человек, и, как оказалось, среди них был и сам создатель этого легендарного и уникального места. Мы находимся во дворе фабрики Алафузова. Здесь вот есть комплекс зданий. Вот это, наверное, самые старые здания вот эти вот. Это 1860 года постройки. Вот там кузница 1833 года постройки. Это вот пристрой к ней, я не знаю какого года, но тоже достаточно старый, потому что его пристроили к кузнице, и вот он ушел туда, в это здание. И, кстати, вот это здание будет самое первое реконструироваться. Уже этим летом здесь начнется реконструкция. Кое-что сломают, но вот это здание переделают. Здесь вот пристрой сломают, вот этот пристрой сломают. Но основные старые здания должны остаться, сохраниться, потому что здесь будет такой, ну, как бы жилой комплекс с креативными индустриями. Конечно, это тоже не формат там арт-квадрат, это будет совсем другая история. Во-первых, это не центр, здесь и жилой комплекс вокруг, то есть тут будет, наверное, и офисов достаточно много, и вообще предполагается, насколько я знаю, что здесь еще третьи этажи будут жилые. То есть тут такая будет, ну, конечно, как бы такой креополис, скажем так, где можно жить, работать, и, ну, и тут, наверное, может, развлекательная часть будет. Но мне какое-то время, конечно, год, два, три, наверное, здесь вообще ничего не будет, ну, происходить. То есть последнее лето, по большому счету. Мы урвали здесь интересное место, значит, да, успели напоследочек. достать, поэтому сходите на крышу, посмотрите, вот там с крыши виднеется памятник. Дом купца Котелова, объект культурного наследия 1833 года по постройке. Построил архитектор Пятницкий для Петра Ивановича Котелова. Петр Иванович Котелов — это как раз который здесь начал заниматься вообще кожевенным делом, одним из первых. А Алафузов уже у него это все выкупил, расширил, приумножил, создал. И то есть все вот эти фабрики уже, которые дальше, они, конечно, были построены при Алафузове и, собственно, поэтому и являются алафузовскими. А Петра Ивановича, вот только дом, вот увидите, там он прикольный, создание такое с колоннами. Его тоже будут восстанавливать, одно из первых. Там тоже будет, ну, музей, выставка такая семьи Алафузовых и вообще про его вот предприятия, которых здесь вот на этой улице, по-моему, их около десятка, вот их на улице Гладилова. Все вот эти вот, ну, как бы предприятия, которые заводы, фабрики были, это все когда-то построил, сделал Алафузов. В общем, Андрей Путилов и есть создатель этого уникального и своеобразного места. И действительно узнавать, что этот летний сезон окажется, а может и на момент выхода ролика оказался заключительным, было как-то грустно. Хотя в этом месте мы впервые, впечатлило оно и влюбило в себя практически с первого контакта. Причем настолько сильно, что некоторые залы, например, такой как зал с очень странным названием «Склад шерсти», пришлось посетить аж 2 раза. Собственно, вы сейчас сами увидите зачем. Смотрите, какое здесь место есть особенное.
Завершая наш визит в лофт Алафузова, мы уходили со смешанными впечатлениями. Это уникальное историческое место ждет новое будущее, но какое оно будет, непонятно. И вероятнее всего это место в таком виде, наверное, больше увидеть не получится. Спасибо за встречу с этим лофтом и за особенный взгляд этих лиц, который навсегда останется в памяти. А вам рекомендуем подписаться на их социальную сеть и отслеживать, что у них пока что еще происходит. Там бывает интересно на самом деле. Еще один из довольно странных пунктов в нашем чек-листе пребывания в Казани было посещение реки Волги возле речного вокзала. Да и в целом на невыносимой жаре нужно было немного охладиться. Купаться, конечно же, никто не стал, так как и без этого было достаточно подозрительных взглядов в нашу сторону от местных обитателей. Но помочить ножки и посмотреть на прибрежные красоты у нас все же получилось. После посещения Волги, дабы хорошо провести заключительный день, мы направились в центр города. Тут у нас нерасторопные роботы, не понимают, куда им ехать. Наверное, у них тоже на жаре голова плавилась. Ну или что там вместо головы. Мы же направляемся в одну из ярких локаций. Национальный комплекс Туган-Авалым, что в переводе означает «родная деревня». Его еще называют этнографическим музеем под открытым небом. Внешне он действительно похож на старинную деревню. Именно такими они и были в сельской местности в 19 и 20 веках. А построили этот комплекс в 2005 году, когда столица республики отмечала тысячелетие. На благоустроенной территории имеется десяток уютных домиков с высокими крылечками и зелеными крышами. Летом возле каждого из них находятся цветники, также имеется маленький пруд с изящным мостиком, по которому рекомендуется проходить, держась за руки. Да, там какая-то традиция есть. А кроме этого есть колодцы, фонтаны, небольшие уличные фонари, пчелиные ульи, деревянные скульптуры героев татарского эпоса и даже памятник Ачпачмаку. Мы специально не стали останавливаться возле памятника Ачпачмаку, так как и без него организм требовал незамедлительного подкрепления. В общем, мы направились на улицу Петербургскую в надежде найти там что-нибудь особенное, какое-нибудь заведение, где можно перекусить. Невозможно жарко. Мы очень устали и зашли вот в этот вот ресторанчик грузинской кухни. Как он называется? Старик Хинкалыч. Хурма. Хурма? Или нацвали? Официантку зовут Хурма. Официантка, да. В общем, вот так вот мы проводим время. Зато были в прекрасном месте. Ура! Необычно. Сейчас как в сухую землю зайдет. Старик Хинкалыч – популярная сеть демократичных кафе грузинской кухни. Заведение известно уютной атмосферой, простым лаконичным меню и доступными ценами, предлагая классические блюда Кавказа с акцентом на традиционные хинкали, различными начинками. Говядина, баранина, сыр, грибы, курица. И мы, кажется, заказали все возможные варианты.
Конечно, нельзя просто так взять и уехать из Казани, не купив в сувенирной лавке чак-чак местного производства. Ведь чак-чак здесь действительно очень вкусный, и этому есть документальное подтверждение. Ну что? Часы тем временем натикали порядка 15 тысяч шагов, и мы были вынуждены отправляться в сторону наших апартаментов. И спускаясь в метро, где опять почему-то не оказалось ни одного пандуса, мы напоследок насладились атмосферой и антуражем казанского метро. Вы говорили, никто не ездит на метро. Заключительное утро порадовало нас ясной погодой, конечно, красивыми видами с 17-го этажа премиального жилого комплекса, хорошим настроением и теперь уже немного грустным свистом чайника. Куда поехала? Посадку поехала. Ты в Уфу поехала. Нам пора было отправляться домой, вещи были с заботой утрамбованы в багажник нашего бензиноэлектрического друга, а на его месте настолько грустно, что мы даже не стали ее показывать. Осталась та самая 5-литровка охранять парковочное место для следующих посетителей. Вот мы уже на все 200 сколько-то там лошадиных сил направляемся в сторону города Уфа. И с приятной грустью вспоминаем все те места, которые посетили за время нашего визита в Татарстан. Ну что там было? Центр Казани, Баумана, море, которое оказывается вообще-то не море совсем, и огромный красивый город Свияжск. А если вдруг так получилось, что вы не видели наши предыдущие части, то специально для вас мы их добавили в виде подсказок в правом верхнем углу. Там есть первая, вторая и третья часть. А если там нету, то заходите на канал, там есть отдельный плейлист со всеми видео, а также еще много интересного. Так что не стесняйтесь, подписывайтесь, комментируйте, и мы в свою очередь будем рады почти каждому комментарию.
почти дома, нам осталось буквально несколько десятков метров доехать. А что сказать? Клево съездили. Мне понравилось. Я запомню эту поездку. А вам спасибо за то, что посмотрели, за активность, и надеемся, что вам все понравилось. Ну и до скорых встреч в наших следующих путешествиях.